вами «Азбука инвестора», я Марианна Минскер. Здравствуйте. Тема этой программы – ADX как показатель тренда. При работе на рынке одной из важнейших задач инвестора является определение тренда. Статистика подтверждает, что работа в направлении тенденции приносит гораздо больше прибыли, нежели игра в боковике или контртрендовые торговые операции. Индекс направления движения ADX – основной показатель силы тренда. Он разработан Уэллсом Уайлдером и описан в книге «Новые концепции технических торговых систем». Индикатор выявляет долговременную тенденцию рынка и показывает ее силу. ADX представляет собой кривую, построенную в отдельной координатной плоскости. Индикатор показывает, насколько и в какую сторону сегодняшний диапазон цен смещен относительно диапазона цен вчерашнего дня. При этом система определения направления находит подходящую тенденцию лишь к середине ее развития. Начальной стадии развития тренда она не видит. ADX помогает понять, есть ли тренд и достаточно ли быстро он движется, чтобы за ним стоило следовать. Если индикатор идет наверх, значит на рынке сейчас есть тренд. Если ADX падает, сделать какие-либо выводы сложно. Основной особенностью ADX является то, что определить направление тренда по нему нельзя. Согласно индикатору, он либо есть, либо нет. Для того, чтобы понять, в какую сторону открывать позицию, нужно смотреть на две другие линии направлений. Они отвечают за рост и падение и называются плюс DI и минус DI. Если линия роста выше линии падения, значит рынок идет вверх. Если наоборот, значит тенденция понижательная. Существуют даже торговые системы на базе этих индикаторов. При пересечении линии минус D и линии D+, такая система предполагает покупку. Если же D+, пересекает вниз D-, предполагается продажа. Чтобы избежать лишних сделок, трейдер может использовать определенные значения индикатора ADX в качестве минимального. Обычно говорят, что тренд имеет место, когда 14-дневный ADX находится выше отметки в 20 пунктов. Но для отдельных финансовых инструментов в разное время эти значения могут меняться, поэтому лучше использовать специальные программы технического анализа для оптимизации параметров торговой системы. Наш эксперт Александр Фролов, лектор учебного центра ВКС. Александр, часто трейдеры используют ADX в работе? Индикатор направленного движения широко применяется трейдерами, однако не самостоятельно, а как составная часть торговых систем. Благодаря его способности не только указывать существующий на рынке тренд, но и измерять его силу. Однако, несмотря на столь замечательные свойства, он обладает существенным недостатком – запаздыванием, которое во многих случаях оказывает негативное влияние на своевременность поступления сигналов. А в чем преимущество и недостатки ADX по сравнению с трендовыми индикаторами? Важнейшим достоинством индикатора направленного движения является то обстоятельство, что его показания более выражены в количественном отношении по сравнению с сигналами других индикаторов. Однако при этом и интерпретация генерируемых им сигналов значительно более сложна по сравнению с ними. Начинающие трейдеры весьма часто допускают классическую ошибку. Они не понимают того, что ADX ничего не говорит о направлении цены. Он лишь указывает на наличие или отсутствие тренда, а его направление трейдер должен определять с помощью других индикаторов. Кроме того, ADX также сигнализирует, на какой стадии находится тренд – в начале или уже в конце. Окончание наиболее мощного импульса тренда, как правило, обозначается на кривой скользящей средней. ADX также дает знать о развитии коррекции, развороте или возобновлении движения. В целом, скользящая средняя в своих различных ипостасях является незаменимым помощником трейдера. Она всегда может подсказать, куда идет тренд и когда можно открывать или закрывать позиции. При этом, как показывает практика, более сложные разновидности этого инструмента намного эффективнее, чем классические. Но не стоит забывать, что даже самые точные скользящие средние все равно требуют проверки. Так, существуют методы работы сразу с несколькими кривыми. И тем не менее, полагаться исключительно на эти линии все-таки не стоит. Использование ADX открывает большой простор для применения различных методик работы. Правда, нельзя забывать, что тренды, отображенные с помощью ADX,
не всегда легко воспринимать, а зачастую они вообще отстают от реальных событий на рынке. Но в сочетании с методами графического анализа, такими как, скажем, линии сопротивления и поддержки, EDX может оказаться незаменимым помощником инвестора. Также следует помнить, что совершенных систем для работы на рынке не существует. И для успешной торговли необходимо прежде всего иметь правильную систему управления капиталом. С вами была Марьяна Минскер, спонсоры показа ООО «Компания БКС», входящая в финансовую группу БКС, и ЗАО «Финам». Удачных вам инвестиций и до встречи!